На экскурсию собралось немало людей. Учителя, учащиеся школ, методисты отдела образования, родители. В роли экскурсоводов восьмиклассницы Башкирского лицея имени Рамазана Умедбаева Айгузель Кабитова и Гульшан Янтурина. Их основная задача – ознакомить участников экскурсии с памятниками воинской славы города. Скульптор комплекса солдатов, архитектор Печоркин, автор проекта «Урал-Уракси». К 60-летию Великой Победы уфимские реставраторы отреставрировали памятник солдату у Вечного огня в сквере, добавили недостающие элементы, обработали специальным составом, защищающим от окисления. Задача у юных экскурсоводов не из легких. Нужно добыть всю информацию об объектах, выступить, сумев увлечь слушателей. Материал, подготовленный учащимися Башкирского лицея, достаточно богатый и разнообразный. Девочки рассказали, когда и кем были сделаны первые шаги по установлению памятников мемориального комплекса «Вечный огонь», когда производились реставрационные работы. К примеру, во время экскурсии некоторые для себя узнали, что мемориальный комплекс раньше выглядел совершенно по-другому. А 9 мая этого года будет 40 лет со дня заложения сквера по проспекту Горняков. Мне очень понравилась экскурсия. Было очень интересно, я узнала много интересного о нашем городе. Минуту скорби, пусть звучит орган, поет от тех, кого сегодня нет, скорбит от тех, кого сегодня нет, с нами нет. В ходе экскурсии в знак памяти и уважения павшим на полях сражений солдатам были возложены цветы. Присутствующие увлеченно слушали историческую информацию. Не случайно именно учащиеся Башкирского лицея имени Рамазана Умедбаева вели экскурсию. Они в числе победителей городского конкурса «Юный экскурсовод». В конкурсе «Юный экскурсовод» принимали учащиеся школ города. Всего было 11 участников. И по мнению членов жюри, по мнению родителей, ветеранов педагогического труда, по мнению педагогов, которые присутствовали на этом конкурсе, все конкурсные работы были очень достойными. Провели очень большую исследовательскую работу. И в результате чего все участники конкурса получили призовые места. Со слов организаторов конкурса «Юный экскурсовод», победителями стали участники, подготовившие не только материал, но и организовавшие экскурсии, сумевшие полно отразить всю суть изложенного. Лицеисты с задачей проведения экскурсии справились. Когда мы только примерили эти формы, нам очень сильно захотелось узнать и почувствовать то, как жили наши предки, прадеды. Потому что было это очень сильно интересно. Когда мы выступали, перед ребятами было очень страшно, мы волновались, но все же было интересно все равно. Для себя мы узнали очень много нового. А тебе понравилось быть в роли экскурсовода? Какие ощущения ты испытала? В начале я еще 6 класса была экскурсоводом в музее имени Рамазана Умедбаева. И в начале в этих классах я очень сильно волновалась, боялась, потому что такая публика на тебя пристально смотрит, слушают, и ты очень начинаешь сильно волноваться. А в этот раз тут уже более как подготовленная, уже все уже, знаешь. Изучение подрастающим поколением исторических страниц воинской славы своей Родины – показательный пример для остальных. Ведь такие знания воспитывают патриотизм и формируют гражданскую позицию. Луиза Мустафина, Радмир Исингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.